В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев, мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 26 января. Прекрасная сунна. 100 миллионов роздано нуждающимся в рамках акции фонда Кадырова. Грозненские горизонты. Зоны вылета и прилета будут расположены на двух разных уровнях по принципу один над другим. Ударными темпами возводится новый международный аэропорт. Битва в горах. Борьба – это самая зрелищная, тем более вольная борьба. Это среди всех видов борьбы, это шедевр, это искусство. 900 атлетов борются за звание чемпиона на международном турнире по вольной борьбе. Рамзан Кадыров вручил начальнику Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихану Цакаеву погоны к специальному званию генерал-лейтенанта внутренней службы, присвоенной ему указом президента. Алихан Цакаев возглавляет региональное министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 2021 года. Под его руководством ведомство демонстрирует высокую эффективность в оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации, проведении профилактической работы и постоянном повышении уровня защищенности населения. Указ президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 года номер 976 присвоить специальные звания сотруднику Федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы Цакаеву Алихану Гармановичу. Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович. Рамзан Кадыров отметил, что с первых дней службы Алихан Цакаев верно следует курсу первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С 2003 по 2019 годы он проходил службу в Министерстве внутренних дел, был удостоен ордена Кадырова и медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. На Харьковском направлении чеченские подразделения уничтожили польскую самоходную гаубицу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. На одном из активных участков фронта совместными действиями спецназа Ахмат, мотострелкового полка и ФСБ была обнаружена и поражена польская самоходная артиллерийская установка. Орудие находилось в замаскированном капонире. В ходе этой же операции один военнослужащий противника ликвидирован ударом беспилотника «Камикадзе». Подразделения 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны успешно выполнили боевую задачу в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. Бойцы зафиксировали активность сил ВСУ. После подтверждения координат по выявленным целям нанесены точечные удары. В результате противник понес потери. Об этом сообщил глава в своем телеграм-канале. Военные корреспонденты Михаил Нигматов и Максим Баранов передали ОМОН Ахмат-1 Чеченского управления Росгвардии гуманитарный груз для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Подразделение получило бронежилеты, каски, рации и квадрокоптер. В мероприятии приняли участие командование и личный состав. Султан Рашаев поблагодарил гостей и вручил им ведомственные медали за содействие. Встреча завершилась демонстрацией вооружений и показом современных тренажеров для пилотов дронов.
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию. Денежные средства в первую очередь распределили нуждающимся семьям во всех муниципалитетах. Слова признательности за поддержку звучали от каждого. Об акции добра Лимда Джамалдинова. Год только начался, а региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова проводит очередную масштабную акцию. Денежные конверты доставляли поадресно уязвимым категориям жителей, многодетным семьям, пожилым людям. Жители региона тепло отзываются об инициативе, выражая искреннюю благодарность руководству республики за постоянную заботу и системную поддержку. Работа организована поэтапно, ей охватило все муниципалитеты республики. Общий объем выделенных средств составил порядка 100 миллионов рублей. Благотворительная деятельность фонда носит системный характер. Подобные акции реализуются регулярно и направлены на социальную поддержку населения, оказывая помощь тем, кто в этом нуждается. Помощь, оказанная в рамках акции, позволяет многим семьям решить насущные вопросы и почувствовать реальную поддержку. Для получателей это существенное подспорье, особенно кстати в непростой жизненной ситуации. Лимда Джамалдинова, Сайтелем Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оплатил путевки для около 200 мусульман, предоставив им возможность совершить малый хадж-умру. Проводы паломников состоялись в международном аэропорту Грозное. С напутственными словами к верующим обратился муфтий Салах Хаджи Межиев. Эта инициатива благотворительной организации стала доброй традицией, позволяющей посещать святые места. برات بيسا قياس بيسو إذا دليل شنو عليه الصلاة والسلام ليرن بيسا يوز ملاك شتابتر شيازدش دال شقية تمتي بوصلش يشتر قية باش بيسا يوز برات بيسيغاني سلوشا ويمخكرا ساكيم دوزنا شبع جرق ساقا عمرتي بوغشبو وي باتش رمضان عشسا دال عال شوالي زا ويمخنا الأيمان عشس دال ريز خيلسان دال ديكانس بيخم بايل قد سيجا عمرتي بانا تمتعها عمرتش ديل صلوات سلام عشان الخيل ديل الشان زيرتش دعنش دش ديل حقوش ويقام ديوخش ويمخ بيوخش ويفتش بريجي أوكرين مخ قايكس بول ويجري بيوخش أستيبنا دعنش دش عبيوش بوسوبنا بوتا غنا أز بوسوبنا دوق حستر تسيجا باش أز عمل خلوش اليال تعشيكو يوتوش إذا ومخنا الأيمان عجناء الرئيس خيلشون نوايا مخدين ويباتشا رمضان عجن سان تابتش عايز دردو مصو خينا إيش بوسو بنا دوق حصر بوسو بنا حجزة يخيط عمرتي يخيط أخشر عربي والأول بتاع بغيتنير هند أخ شعبان بتشع بغيتشبو رزق الوش دال دي كانس بيقم بيل رزق الوش دال يبوش مول مصو بال سيجا تم غير لازر بيتن بوغتوش إبي أنك دعوة يبوش أزر إيمان بيركت شو ديرزوش ويباتشا ويقام دريشي بوصبنا إلشانومات عليه الصلاة والسلام عالش باش أوكراين معك قايكش بول ويجري عالش باش دال قابل ساق دايل رزق الوش دال بيلغ شيراء عمرت زيرتش دال قابل دايل دعنشن دال جواب ليل يوغت مصو بوصبنا عنا سيقدغ داركا بوربا ليل توفيق ليل نيت ليل ريت ليل رزق الوش دال دي حبيكتي يويل رزق ويباتشانا سويت عمرتي دوشت طبعا بقدر شتيك ده نيت بولش تروان شولش ده ديل ايه تمسنا بعن قيتنا ديل يا شروزه زيارتي درش دال لا زياش دي دوخ دال ما موخ بيو باتشا بيو دال دي حبيت كتير رزق دال دي كان بيقام بول.
Правильное питание, физическая активность и увлажнение кожи. Секреты комплексного ухода за собой рассказали эксперты бьюти-индустрии. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Woman in Islam», инициированного руководителем Хутмат Кадыровой. Репортаж Мадины Кураевой. Все то, что вы хотели знать, но боялись спросить у врача-дерматолога. Это, пожалуй, один из самых массовых приемов у врача-дерматолога. В зале 23 пациентки. Но внимание опытный доктор уделяет каждой. После короткой лекции индивидуальный разбор. Значит, я слежу за проектом Woman Islam с самого начала. Его открытие было на многих мероприятиях. И вообще эта инициатива Хутмат Рамзановны, мне кажется, очень важная и актуальна. Потому что сегодня женщины действительно выходят за границы своего дома, своей семьи, пытаются активно развиваться, получать высшее образование и быть всесторонне развитой. Я благодарна за приглашение принять участие в этом мероприятии, которое прошло сегодня, и откликнулась с радостью, потому что по-другому просто быть не может. Тема ухода за собой стала и основной, и для традиционной проповеди в рамках мастер-класса. Ее зачитала выпускница Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Кишиева Айшат Усаева. Всевышний говорит: «Инна халакна л-инсана фи ахсани такуим». Воистину мы создали человека в наилучшем образе. То есть Всевышний нам дал определенные данные. Тут говорится в основном о внешности, да? Внешние данные. И вообще все, что нам Всевышний дал, что бы оно ни было, мы должны его благодарить. Благодарить люди думают: альхамдулилля, вот сказали это слово и пошли дальше, что этого достаточно. На самом деле истинная благодарность, она проявляется там, где ты сохраняешь то, что тебе дано, и преображаешь его. Эксперты в области ухода за кожей поделились секретами правильной бьюти-рутины. С интересом за ними наблюдали как самые маленькие гости, так и умудренные опытом участницы. Мероприятие собрало женщин самых разных возрастов. Вы знаете, мне было очень приятно слушать вот эту представительницу, которая рассказала про халял, про харам. Мы же дети советского времени, мы стараемся, я в хадж бывала, и сейчас собираюсь ехать. Не все знаешь. И то, что она сейчас говорит, для меня это большое впечатление было, как она рассказала. Теперь мы будем знать, нельзя делать инъекции, нельзя еще что-то делать. Следующее мероприятие обязательно я буду посещать. И каждый раз, как буду узнавать, на этих мероприятиях всегда вы меня увидите. День, когда я узнала об этом мастер-классе, я подумала, что это специально мастер-класс организован для меня, потому что я одна из тех девушек, которая очень сильно ленится за уходом, за своим уходом, получается. И я всегда все покупаю и оставляю максимум день-два. И мне вот этот мастер-класс был просто необходим, чтобы меня подтолкнули профессионально. Да? Я очень много советов сегодня услышала, я уже поняла, куда мне нужно прийти, какой уход мне взять, какими увлажняющими кремами мне пользоваться. Цикл полезных мастер-классов был запущен по инициативе руководителя проекта Woman in Islam Хутмат Кадыровой в сентябре прошлого года. Так, в его рамках женщины в исламе обучались собирать цветочные композиции, отправились в конный поход, создавали своими руками керамические тарелки и пряничные дома. Сегодняшний мастер-класс именно по уходу за собой вызвал, наверное, наибольший интерес из всех, что мы проводили. Отсюда становится понятно, что нашим девушкам, женщинам очень интересна тема ухода за собой. Это очень сильно радует, потому что наш руководитель проекта Хутмат Рамзановна очень горит тем, чтобы наши женщины, наши девушки ухаживали за собой, были красивыми у себя дома, были полезными для своей семьи, для общества, для своих детей. И в первую очередь избегая какие-то хирургические изменения внешности или инъекции, которые идут вразрез с нашими религиозными требованиями. Мы сейчас завершаем определенный цикл мастер-классов и переходим уже к другому. Это уже по тематике Рамадана. Каждое мероприятие проекта Woman in Islam заканчивается подарками. Это тоже не стало исключением. Участницы получили яркие пакеты с уходовыми средствами и подготовленные персонально для них гайды, при помощи которых они смогут самостоятельно подбирать бьюти-продукты. Мадина Кураева, Сайцелим Амфукаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозинском аэропорту завершается возведение терминала площадью более 30 тысяч квадратных метров. Обновленная воздушная гавань, которая занимает 110 гектаров, сможет принимать более 1,5 миллиона пассажиров в год. При этом строительные работы не нарушают привычный ритм полетов. Репортаж Рабят Гайтиевой.
Современный и комфортабельный терминал нового аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает планомерно возводиться. На объекте завершаются ключевые этапы, и новая воздушная гавань республики начинает обретать свои очертания. Пропускная способность этого аэровокзала – это больше 1 миллион 100 тысяч пассажиров в год. В час пропускная способность этого аэровокзала будет это 1000 пассажиров в час. Из них 600 пассажиров – это по внутренним воздушным линиям и 400 пассажиров – это по международным воздушным линиям. Весь масштабный проект обещает стать новой визитной карточкой республики. Спроектированный в форме полумесяца терминал станет современной интерпретацией традиционной символики герба Чеченской республики и отсылкой к исламскому мировоззрению региона. Воплощая эту идею, здание будет иметь изогнутый фасад, облицованный алюминиевыми листами с покрытием под матовое золото. В новом пассажирском терминале применят двухуровневую схему для оптимизации пассажиропотока. То есть зоны вылета и прилета будут расположены на двух разных уровнях по принципу один над другим. Такое решение позволит четко разделить потоки отправляющихся и прибывающих пассажиров, избегая их пересечения и сокращая время обработки. Объект реализуется в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Современное оснащение позволит принимать самолеты любых типов, а 4 телетрапа дадут возможность обслуживать одновременно до 12 воздушных суден, что станет катализатором для развития туризма на Северном Кавказе. Монолитные работы на завершающем этапе. Осталось 800 кубов из 33 тысячи кубов. Ведется строительство внутренних перегородок и металлоконструкций. В ближайший месяц начнется монтаж металлоконструкций кровли. Это задача, которую поставил наш глава Чеченской республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Все этапы строительства этого стратегического объекта держит под личным контролем глава Чеченской республики, Герой России Рамзан Кадыров. Он неоднократно посещал стройплощадку для инспекции хода работ. По его поручению для рабочих созданы смены и все необходимые удобства. В скором времени воздушная гавань и пассажиропоток субъекта станет больше, как никогда прежде. Рабиат Гайтиева, Алисхан Кацулов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская республика. 34 тысячи квадратных метров, 5 этажей и 700 новых рабочих мест. В Путинском районе стартовало строительство нового торгово-развлекательного комплекса «Авангард». За концепцию и возведение отвечает компания Дени Мадаева «Элитстрой». Проектировщики обещают создать пространство, где функциональность будет гармонично сочетаться с эстетикой и комфортом. О том, как уже сегодня формируется будущее района, в репортаже моей коллеги. Этот масштабный проект не имеет аналогов. Он предполагает строительство современного пятиэтажного здания, где каждая деталь продумана под конкретные направления бизнеса. Покупателям не придется ломать голову над планировками, все уже сделано за них. И главное, объект планируют сдать в 2027 году. О старте реализации проекта объявила компания «Элитстрой» под руководством Дени Мадаева. Концепция комплекса разработана собственной дизайн-студией. Торгово-развлекательный комплекс «Авангард» появится в районе имени Владимира Путина и станет новой точкой притяжения для жителей и гостей республики. Это единственный торговый центр, который мы прорабатывали очень много месяцев. Мы привлекли много специалистов по всей России. Мы прорабатывали помещения, какие помещения должны быть рядом. У нас есть, здесь не показали на планировке, каждое помещение планировалось, что где будет стоять. Допустим, спортзалы, какие тренажеры должны быть, сколько количество людей, столько беговых дорожек. Почему именно эти площади? Не просто так они взяты. Каждое помещение технически было разложено под количество людей, под бизнес, который ведется. 2 наземных этажа комплекса займут торговля, общественное питание, развлечения и сфера услуг. Еще 3 подземных уровня отведены под паркинг почти на 500 мест. Это позволит значительно снизить нагрузку на уличную сеть района. Риэлторы отмечают, что с таким проектом работать особенно комфортно, так как он изначально продуман с точки зрения бизнеса и логистики. Цены доступны, также есть рассрочка до 4 лет, рассрочка 1 год, она без наценки. Будущие предприниматели, они не будут соперничать между собой. То есть там они разбили по секциям и, например, там не будут повторяться химчистки или кофейни. Вот. Каждая
помещение под конкретный бизнес-проект. Отдельный акцент сделан на общественных пространствах. Эксплуатируемая кровля станет новой зоной отдыха. Здесь появятся детские игровые площадки и прогулочные пространства, открытые для всех жителей района. Будущий центр будет расположен на этом участке рядом с жилым комплексом «Авангард» на 665 квартир. Его также реализует «Элитстрой». Для будущих жителей это серьезное преимущество иметь вблизи такое современное пространство для жизни и отдыха. После завершения строительства будет создано до 700 рабочих мест, от торговли и сервиса до управления объектом. Для нового района это означает устойчивое развитие и дополнительный импульс для малого и среднего бизнеса. Размеры торгового комплекса 50 метров шириной и 150 метров в длину. Будут захватывать оба жилых дома. Также на улице у нас предусмотрены будет более 100 парковочных мест для гостей данного торгового центра. Общая площадь строительства будет более 34 тысяч квадратных метров. Одна из самых масштабных стройплощадок страны. Происходящее здесь уже называют уникальной практикой в российском градостроительстве. Современные кварталы, большой парк, 2 бульвара и вся необходимая социальная инфраструктура. А торгово-развлекательный комплекс «Авангард» станет пространством, где жители будут встречаться, отдыхать и решать повседневные задачи. Мадина Кураева, Магомед Ахматов, Ислам Нацуров. Вести, Чеченская Республика. 900 атлетов борются за звание чемпиона на международном турнире по вольной борьбе. Свою технику и волю к победе демонстрируют лучшие спортсмены под сводами Центра спортивной борьбы имени Буайсара Сайтиева. Всего заявлено 50 весовых категорий. О радости триумфа и уроках поражения. Репортаж Турпала Литайсумова. Около 900 участников-борцов. Именно столько их прибыло в Грозный. Международный турнир по вольной борьбе среди школьников привлек к себе повышенное внимание. Ведь таким размахом может похвастаться не каждый субъект в России. А в Чеченской Республике спорт высших достижений уже добрая традиция. Организаторы соревнований – Лига Дакаев Рестлинг Клаб совместно с Министерством по физической культуре и спорту. Каждый раз, когда на ковре оказывается очередная пара участников, они не просто оспаривают успех схватки, но и создают эмоциональный всплеск для зрителей. Это придает турниру еще больше зрелищности и интереса. Всего 50 весовых категорий для самого широкого охвата участников. И это не случайно, ведь цель лиги не просто подарить городу соревнования, но и отобрать лучших для дальнейших состязаний. Ребята борются, чувствуют конкуренцию. И мы стараемся, в принципе, такие соревнования организовывать, чтобы они на серьезных стартах, на первенствах участвуют маленькие дети, чтобы уже заранее были привыкшие, как бы уже хотели заниматься борьбой, чтобы вот, да, видеть уровень турнира и чтобы участвовать на таких турнирах. Его, к слову, посетили не только именитые спортсмены из нашего региона, но также официальные лица, имеющие прямое отношение к данному направлению. Депутат парламента Чеченской Республики Муса Ханариков в молодые годы завоевал звание мастера спорта СССР по вольной борьбе. Тогда ему было 22 года, и с тех пор он активный сторонник здорового образа жизни. Мы разных спортсменов с разных регионов здесь видели. Они восхищены приемом, во-первых, нашим спортивным комплексом, гостеприимством, организованность. Отдельная благодарность нашему Минспорту, Федерации борьбы, организаторам, судьям. Ну, как всегда, борьба – это самая зрелищная, тем более вольная борьба. Это среди всех видов борьбы, это шедевр, это искусство. Сейчас у молодого поколения есть все условия для исполнения заветной мечты. К Олимпу славы успешно продвигается Асхаб Гаербеков. В полуфинальной схватке против Али Шахбанова из Дагестана он сумел набрать достаточное количество баллов, чтобы пройти соперника из братской республики. Первые схватки Вторая схватка я лучше должен когда В качестве наград для победителей и призеров были приготовлены пояса, медали, а также ценные призы от спонсоров мероприятия. Турпал Литайсумов, Ислам Ибрагимов и Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Алайнаха в социальных платформах.